Сәлем оқушылар. Бүгін 3-ші сынып орыс тілі сабағынан 3-ші сабақты түсіндіретін боламын. Біздің бүгінгі тақырыбымыз «Друзья природы». Упражнение первое. Прочитайте текст по ролям. Выпиши предлоги со словами. Вспомни, как они пишутся. Мы живем в горах. Каждый день что-нибудь собираем. Летом грибы и малину. Осенью яблоки и ежевику. Мой старший брат занимается спортом и бывает в Алматинских ущельях. Как-то с весеннего похода он принес 2 мешка пластиковых бутылок. Вот насобирал, говорит. Зачем, спрашиваю я. Для себя приятно сделал. Я каждый день по этой дороге бегаю. Теперь побегу. А вокруг чистота. А бутылки завтра сдам. Леденцы куплю. На следующий день мы с младшим братиком тоже насобирали мусор в горах. Сдали 5 пакетов пластика. Мама нам мороженое купила и похвалила. Бұл жерде прилог сөздермен жазылғандар. В горах, в Алматинских ущельях, с похода, для себя, по дороге, вокруг чистота, на день. Упражнение второе. Ответь на вопросы и выполни задание. Где живет герой рассказа? Ребята живут в доме, расположенном в природе с видом на горы. Что он собирает летом и осенью? Они собирают в лесу ягоды и грибы. Чему научил мальчиков старший брат? Научил мальчиков собирать мусор и заботиться об окружающей среде. Назови тему рассказа «Друзья природы». Соотнеси картинки и часы рассказа. Начало рассказа, где мальчики собирают урожай на природе. Середина рассказа, где мальчики убирают мусор. Конец рассказа, где мальчики насобирали мусор в горах и сдали пластика. Мама им купила мороженое. Предложения бывают повествовательные. Хабарлы сөйлем. В них что-то рассказывается, описывается. В конце ставится точка. Вопросительные. В них о чем-то спрашивается. В конце ставится вопросительный знак. Восклицательные. В них выражается чувство эмоций. В конце ставится восклицательный знак. Упражнение третье. Запиши предложение, соблюдая правила написания. Объясни, какой знак нужно поставить в конце предложения. Зачем старший брат собирал мусор? Вопросительный знак. Я горжусь с вами. Точка. Ребята живут в горах. Точка. Упражнение четвертое. Прочитайте слова. Определите их число. С одной парой слов составьте предложение. Гора, горы. Единственное число гора, множественное число горы. Гриб. Единственное число грибы, множественное число. Яблоко. Единственное число яблоки, множественное число. Бутылка. Единственное число бутылки, множественное число. Теперь составим предложение. В лесу я нашел большой гриб, а потом мы собрали целую корзину грибов. Упражнение пятое. Подумай, какие экологические проблемы показаны на картинках. Расскажи, как ты можешь помочь природе. Следи за правильным произношением слов. Лесной пожар. Первая картинка изображает горящий костер в лесу, что символизирует лесные пожары, уничтожающие флору и фауну, а также загрязняющий воздух. Вырубка лесов. Вторая картинка показывает пень и топор, что указывает на вырубку лесов, приводящую к потере биоразнообразия, изменению климата и эрозии почв. Загрязнение водоемов
и окружающей среды. Третья картинка демонстрирует мусор, плавающий в водоеме и разбросанный вокруг, что символизирует загрязнение воды и почвы бытовыми отходами и промышленными выбросами. Как ты можешь помочь природе? Экономь ресурсы, выключай свет и воду, когда они не нужны. Уменьшай количество отходов, сортируй мусор, сдавай второсырье, бумагу, пластик, стекло. Используй многоразовые сумки и бутылки. Бережно относись к природе, не оставляй мусор после пикников. Не разводи костры в лесу без необходимости и не вырубай деревья. Участвуй в экологических акциях. Принимай участие в субботниках, посадке деревьев или других мероприятиях по защите окружающей среды. Упражнение 6. Заполни таблицу. Измени число слов, предметов и слов, признаков. Единственное число. Дождливый день. Множественное число. Дождливые дни. Солнечная неделя. Солнечные недели. Теплый вечер. Теплые вечера. Холодный месяц. Холодные месяца. Туманный рассвет. Туманные рассветы. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.